Вчера на комиссии по чрезвычайным ситуациям глава района обсудил с участниками, где, на каких условиях и в каком количестве готов район разместить прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также вопросы, касающиеся поддержки и оказания медицинской, гуманитарной и другой помощи. Определены пункты длительного временного размещения беженцев и возможность трудоустройства как квалифицированных работников на промышленные предприятия, так и обучение тех, кто не имеет подходящей профессии. У нас уже есть предварительная информация, да, это прежде всего женщины, возможно, женщины с детьми, либо старшее поколение. То есть с этой позиции мы рассматриваем. Рассматривается также и уже одобрено, что будет обучение. То есть уже прозвучало, что они могут не иметь те специальности, либо какие-то удостоверения, которые необходимы для трудоустройства. Как показал опрос, который мы провели среди жителей, нерюнгринцы также готовы поддержать эвакуированных граждан. Как только было объявлено о том, что беженцы выходят на территорию Российской Федерации, нерюнгринский штаб волонтеров подключился к сбору гуманитарной помощи. В рамках акции «Мы вместе» работает пункт приема всего, что может пригодиться в сложившихся условиях. Как таковых критериев нет, мы принимаем хорошую добротную одежду, обувь, мужскую, женскую, детскую, детские принадлежности, памперсы, крема хорошего срока годности. Если кто-то захочет принести продукты питания, не скоропорт. То есть это консервы, это крупы, это может быть сахар и так далее. Конечно, нерюнгринцы, как и другие наши соотечественники, не остаются равнодушными и с пониманием относятся к беде, которая коснулась граждан Луганской и Донецкой республик. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри.